Привет, это Иван Елисеев. Продолжаем публиковать самые интересные видео с конференции Удмуртия-Чукаже, на которой мы обсудили, какой может быть наша республика завтра. На нашем канале уже есть целый плейлист. Переходите и смотрите, там много экспертных мнений о том, что будет с нашей республикой. Мы получили много комментариев от наших подписчиков и решили провести еще одну конференцию о настоящем и будущем Удмуртии. Вы сможете увидеть ее 26 октября на нашем YouTube-канале. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить. И темы этой конференции тоже можете предложить вы. Поделитесь с нами, какие аспекты политической жизни Удмуртии кажутся вам самыми актуальными и интересными для обсуждения. Напишите в наш бот обратной связи по ссылке в описании или просто в комментарии к этому ролику, а мы попробуем найти спикера, который интересно об этом расскажет. А сейчас я предлагаю вам посмотреть выступление Артема Медведева, удмурта из Флориды, который остается большим патриотом нашей республики, даже находясь за океаном. Он поддерживает и продюсирует удмуртские творческие проекты и имеет собственный взгляд на то, какой должна быть Удмуртия в будущем. Поэтому поставьте лайк, подпишитесь на канал и наливайте чайку. Будет интересно. Єсть бурящ, рехімітегес, гажаса, утічком, сайнбайн, дякую за увагу. Мы Медведев Артем, Уамын Чижим Арес, Мон Флоридович Удмурт, но, как сейчас модно, работаю я на удаленке в калифорнийском стартапе в Сан-Франциско. И Бринчалов мне может позавидовать, то, что у меня зарплата больше, чем у него, при этом мне не надо воровать. Короче говоря, вот та самая сказка, которая у Дудя показана в Силиконовой долине, она у меня сбылась. Но мы нам щулыме, угыр ящкис. Сердце у меня болит за удмуртскую культуру, мне это все равно все очень интересно, поэтому даже находясь здесь, ми удмурт чамен дышицко ми, мы изучаем с сыном родной язык в США, мы не стесняемся носить национальные костюмы и одеваем их на праздник. Недавно сыну вручали медаль за успехи в изучении английского языка. Он пошел на награждение в национальном костюме. Вот мы используем приложение Кылдыщин, книжки из издательского дома Удмуртия, журнала Кижели, пазлы и кружки Монами, книги Атамановой Аргапи. То есть я вам скажу, что в принципе сейчас благодаря интернет-торговле, интернету в целом легко поддерживать национальную идентичность даже за рубежом. И, как говорится, весь вопрос, ребята, мотивации. Собственно, у меня вот к этой мотивации огромный большой вопрос. И первое, что я хотел бы сказать, нас мало. Шьёс, мы прям вот вымираем, как амурские тигры. То есть мы все знаем, что количество удмуртов стремительно сокращается. Хотя, хочу сказать, что в целом-то рождаемость в удмуртских семьях, она не отличается критически от рождаемости в русских семьях или татарских семьях, или чувашских семьях, но почему-то подрастающее поколение удмуртских дети ассоциирует себя все-таки как русские. То есть мы ассимилируемся, таем как кусок сахара в стакане с чаем, и, естественно, тут тоже возникают вопросы, а почему? У меня самый большой вопрос к этой удмуртской конференции, вот через 50 лет, когда я буду стариком, удмуртский язык, он будет живым, как он сейчас является живым, или он умрет, как умерла латынь? То есть это будет культура, которая есть в музее, латынь она же есть, или это будет та культура, когда ты слышишь какие-то ролики в ТикТоке, когда ребята там где-то в волнашах между собой после дискотеки тут общаются. Мне вот этот очень интересен вопрос, и я его задавал большому количеству людей. В целом все сейчас отвечают, что непонятно, ситуация настолько шаткая, и мы находимся не мы одни, то есть многие другие национальности тоже находятся в шаткой позиции. Вот как тот волк из мультфильма «Ну, погоди». Куда бабочка сядет, туда и качнемся. Соответственно, вот так как я имею доход, я, естественно, его использую для того, чтобы качнуть эту штангу вперед в нужную нам сторону. То есть рублем поддерживаю разные локальные удмуртские проекты. Но в целом я вынужден признать, что за путинские годы ситуация с удмуртским языком стала хуже. Вот пример одногруппника. Сокращается количество школ, в которых удмуртский преподается. После изменения от 2018 года, когда отменили обязательное изучение языка, как это выглядит? 2021 год, 26-й лицей Сарапул, он, одногруппник, сдает сына в первый класс и говорит, я хочу, чтобы он учил удмуртский язык. А ему говорят, вот да, есть анкетка, только вы ее неправильно заполнили, вы туда не пишите удмуртский, вы туда пишите русский. Ну и, соответственно, мы удивляемся, почему у нас около 8% школьников выбирают удмуртский язык. Еще один пример из недавнего прошлого, когда уважаемый или не особо уважаемый глава Бричалов решил ликвидировать дома ремесел в целях бюджетной экономии. Тут просто на слайде выделено, сколько тратится на содержание главы правительства и всего этого аппарата. И вот мне в этом плане экономии на домах ремесел, лично для меня, это как же сжигать старинные бабушки на фотографии, потому что в шкафу, видите ли, нет места для новой сковородки. И у меня, естественно, здесь возникает вопрос. Ребята, если в целях экономии, так нам выгоднее сократить и ликвидировать Бричалова с его командой, заменить министерство и правительство на агентство,
Потому что от них толку, ну вы же сами видите, вы же живете в этой республике, и вы понимаете, что как бы такое ощущение, что их убери, хуже не будет. А вот лучше очень даже может быть. Поэтому, друзья, вопросов много, и я очень надеюсь, что нынешнее очень плохое и печальное положение Удмуртской республики – это низшая точка в ее развитии. Я просто хочу сказать, что ситуация, само собой, не выправится, и ждать, что приедет какая-то залетная звезда, какой-то варяг, который придет и скажет: «Эй, все будет хорошо». Вот наши соседи Мариэл 2003 год. К ним приехала залетная звезда и выделено красным шрифтом, о чем залетная звезда говорила. Я думаю, что аллегорию и очень похожие вещи с Бричалом, образца первого срока, когда он обещал выучить удмуртский язык, когда он, кстати, красавчик, прочитал клятву на удмуртском языке, вы увидите. То есть обещано много, но пока у нас депутатами от Удмуртии становились люди, которые к Удмуртии не имеют вообще никакого отношения, Бекан Агаев, уважаемый человек из Чечни, но никакого отношения к Удмуртии не имеет. Или Авиа Дебажир, Андрей Исаев, который появился за 2 недели до выборов, и сейчас, где он, как говорится, я считаю, что это неправильная, нестандартная и нехорошая ситуация, потому что такими темпами мы, как Ивановская область, скоро выберем Юлию Волкову от ТАТУ депутатом. Все-таки власть, которая нас сейчас представляет, она нас не представляет. Вот так бы я сказал. И когда вот, например, в школе, в советской школе еще ходил в школу, и нам рассказывали про вот власть, отношения там, метрополии и колоний, нам все время говорили в Советском Союзе то, что вот есть такие люди-колонизаторы, которые, знаете ли, из подчиненных территорий, из туземцев выкачивают деньги, ресурсы, драгоценности. Друзья, туземцы – это мы. А вот эта вот метрополия, вот эти вот ребята нехорошие на картинках – это наша нынешняя московская власть. Мы отдаем очень много НДПИ, об этом сегодня уже говорили. У нас чуть ли не 62 миллиарда НДПИ собирается, и мы 60 миллиардов отправляем в Москву. Супер! 75 собранных процентов налогов мы отправляем в бюджет, обратно нам из них возвращают что-то около трети. И я хочу сказать, а это честно вот столько отдавать в метрополию? И я хочу еще сказать то, что мы ведь не только в метрополию все отдаем, черт возьми, у нас еще и воруют наши голоса, у нас еще депутаты, которые нас не представляют, Исаев, являются нашими депутатами, и мы еще в метрополии должны 70 миллиардов. У меня внутри все негодует. Естественно, это вещи, которые в России высказывать вслух опасно, потому что понятно, чем закончится. Но ведь нам же объясняют, почему мы плохо живем. То есть, уважаемые господа, Рогашин Денис, или, например, там Фарид Губаев, или даже бывший президент, первый президент Удмуртской республики Александр Волков, они же объясняли, почему мы плохо живем. Они прям так и говорили: вы плохо голосуете за Единую Россию. Вот посмотрите, как соседний Татарстан голосует, у них все время там 85%. И вот из-за того, что вы голосуете, вы живете плохо. Я хочу зафиксировать, мы живем плохо не потому, что мы плохо голосуем за Единую Россию, и мы за Единую Россию голосовать хорошо не должны, потому что за прошедшие 23 года мы увидели, что, ну, эта власть, она не наша власть. Я считаю, что, в принципе, мы плохо живем скорее из-за того, что у нас 2/3 налогов оседает в Москве, а не из-за того, что у нас там низкий процент по голосованию. Тут далеко ходить не нужно. Я думаю, что вы все знаете страну под названием Финляндия, и в интернете ходят классные мемасы о том, а как выглядит карта дорог на границе России и Финляндии. И когда нам говорят, то, что, ну, знаете, у вас там в Удмуртии, ребят, климат не такой. У вас сельское хозяйство не такое, у вас зона рискованного земледелия. И, как бы, ребят, вообще у вас, как бы, все не то. И люди вы какие-то такие, ну, сегодня правильно уже говорили, какие-то немытые, отсталые и так далее, и так далее. Но я хочу сказать то, что Финляндия вообще-то 100 лет назад какой страной была? Она что, была прям сильно передовой? Нет, она была не сильно передовой, а сейчас за 100 лет самостоятельного развития. Но тут я хочу сказать, что им не столько независимость от Российской империи помогла, сколько им помогло то, что они взяли судьбу свою в свои руки. У них есть бренды, которые все вы знаете. Шины Nokia, Hakkapeliitta, телефоны Nokia, они все еще выпускаются. У меня еще был первый телефон Nokia 3210. Молочный гигант Валю, который спокойно можно купить в крупных московских супермаркетах. Краска Текурила. Вы недавно еще пили кофе в Макдональдсе, и это было кофе от финского обжарщика Паулик. Тут я, естественно, хочу сказать, что в Ижевске тоже есть классный обжарщик, они даже заказывают рекламу у Дудя. Поэтому, друзья, у меня, честно говоря, вопрос к тому, что, наверное, если бы мы, как финны, смогли взять свою судьбу в свои руки, то это, наверное, было бы хорошо. И Путин-то ведь не вечен. И сейчас, собственно, очень хороший период. Почему я был очень рад приглашению на конференцию, потому что, кажется, скоро у нас начнутся подвижки такие, что мы можем много поменять. И, соответственно, если мы этот момент с вами используем, если мы сейчас, вот как эстонцы в 80-е годы,
эстонцы в 80-е годы ловили финское телевидение, смотрели вот все эти демократические передачи, у них был дискурс, они общались, они обсуждали вот все это преобразование демократическое задолго до того, как, собственно, Союз пал. И я так смотрю, окей, финны красавчики, они 100 лет назад отделились, у них все хорошо, у них было время. Эстонцы, наши, кстати, сами родственники, если бы выбирали, где мне жить, я в России пока жить не могу, по понятным причинам, я бы выбрал Эстонию. Большая удмуртская диаспора. Они же тоже построили классную страну, но оно к ним не ушло просто так, вот это все классное, оно к ним не упало с неба, и мне это немножко напоминает другую ситуацию, которая случилась уже в США. В США была очень большая кампания за демократические права для чернокожего, даже не могу сказать меньшинства, потому что в моей Флориде их столько, что ощущение, что белое – это меньшинство. И у них был очень сильный лидер, который смог их организовать, и он был очень классным оратором. Это был, как ни странно, церковный пастор Мартин Лютер Кинг, заплативший гигантскую цену за то, чтобы в итоге эти права нельзя было им не дать. То есть они прям боролись, его застрелили. И я хочу сказать, а вот у нас есть ли такой лидер? У нас есть человек, у которого сердце болит за народ? У нас был такой человек, который очень громко сказал: я не согласен. У нас есть два варианта пути заниматься политикой в Удмуртии. То есть первый — ты единорос, второй — ты сидишь в тюрьме, потому что оппозиция. Третий — вот он выбрал Альберт Разин. Он поступил, не факт, что прям сильно правильно, но, честно сказать, меня это всколыхнуло. Я считаю, что мы должны, естественно, помнить о нем, и он должен быть нашим национальным удмуртским героем. Но вот кроме него, есть ли лидеры, которые могут стать центрами кристаллизации и вот эту повестку, как вот сейчас Иван делает конференцию, дальше продвигать? Потому что мы не можем за один раз собраться и сказать: все, мы теперь знаем, куда идти, ребята, вперед. Нет, нам нужно, чтобы в каждом райцентре, в каждой небольшой деревне это обсуждалось, потому что если мы сверху спустим вот эти благие идеи, это будет примерно как вот Палладе говорила, то, что, ну да, вот какие-то люди за нас решили, и такие говорят: ребята, вам вот надо идти на север. Не-не, мы должны сами решить, что нам надо идти на север, а для этого, ну, прям очень большую дискуссию нужно вести. Если у вас есть на примете человек, который может быть таким лидером, ярким общественным деятелем, который хочет избираться, я готов финансировать его избирательную кампанию, друзья. Обращайтесь. Сейчас у меня ощущение, что наша республика, да, в принципе, вся страна в целом, она пожинает плоды горьких ошибок. То есть был период, когда вдруг Россия получила независимость, был период, когда у нас был не очень-то приятный, может быть, человек Ельцин, которого не любили, сейчас все немножко по-другому представляется. И потом, после этого дряхлеющего, пьяного вечно старичка, пришел молодой, энергичный Путин, о чем подумали все. И татары, и башкиры, и буряты, и удмурты. Вот он-то точно сейчас все решит. Вот он точно классный молодец. Он просто такой классный Вася, что он о нас тоже подумает. А я могу сказать, что, скорее всего, это была ошибка, и мы не должны ее повторять снова. То есть, когда, например, сменится власть, и вместо Путина придет молодой Навальный, ну, тоже он моложе, он бодрячком, он вроде бегом занимается, он клевенький, у него Гасу классно сидит на нем. Но я, честно говоря, не думаю, что мы должны уповать на Навального, как на царя-батюшку, который вдруг за нас в Москве решит: о, ребят, удмурты, вам надо жить вот так вот, я за вас все подумал, вы не напрягайтесь. Нет, свобода — это в том числе гигантская ответственность самим думать о том, как нам дальше жить. Поэтому, друзья, нам нужна проактивность, и к условному Навальному мы должны прийти не просто с вопросом: Алексей, Леха, как нам жить? Мы должны прийти и сказать: Алексей, мы тут со всеми посовещались, и с алнашами, и с Кезом, и с селтами, и даже с деревней Азаматова, Алнашского района, и решили: вот мы хотим так-то, 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 и вот у нас такой-такой-то план, все расписано вот в 45 страниц, и за нами стоит вот 300 тысяч оставшихся удмуртов, а не вот дюжина интеллигентов, классных ребят из Ижевска. Я думаю, вот тогда нам скажут: окей, ребята, да, делайте, у вас есть план, вы сами написали, что хотите, как хотите, обсудили, вам нужна формальная как бы отмашка. Ну, я думаю, что Удмуртия в составе Российской Федерации сохранится, и они скажут: вперед. У меня повестка следующая. Я считаю, что Удмуртия будущего — это все-таки национальная республика, а не такая, ну, сами удмурты в этой национальной республике останутся меньшинством. То есть это точно не будет Удмуртия только для удмуртов. Все давайте должности удмуртам, все ресурсы только удмуртам. Так, ты русский, пошел вон отсюда. Так, извиняюсь, теперь у меня этот сын пришел, надо быстренько репетировать. Заходи, у меня тут конференция, если хочешь, можешь поприветствовать, но только удмурча мен Верочку, пожалуйста, Воломона. О, красавчик, дичок.
Мы не будем строить Удмуртию только до удмуртов, потому что я на своей жизни попутешествовал, был в республике Адыгея, например. Тоже, кстати говоря, национальный регион, их не очень много осталось, и вот в Адыгее все для адыгейцев. С одной стороны, это очень круто, потому что они при деньгах, их становится численно больше, все должности занимают адыгейцы, весь бизнес ведут адыгейцы, но с другой же стороны, они очень много теряют в плане конкуренции. То есть за счет того, что ты отдаешь место удмурту или бизнес удмурту, а не тому, кто лучше это может сделать, ты через несколько десятилетий упираешься в потолок, когда ты понимаешь, что ну как бы вроде у нас все ресурсы есть, а что-то мы ничего хорошего особо не сделали, другие нас обогнали. И далеко ходить не нужно. Мы знаем, как это может, в принципе, кончиться, когда все должности, все-все-все имеют одни выходцы из одной нации. Это Абхазия. Вот они 30 лет, они плюс-минус в то же самое время, чуть-чуть позже, соглашусь, стали независимыми, но как-то они особо ничего не достигли, хотя все в руках абхазцев. Смотришь на соседние Батуми, там лучше. Объективно, ребята, там лучше. Наш вариант, ребята, это Удмуртия для каждого. Мы по-прежнему остаемся многонациональным регионом, но мы говорим, другие нации, пожалуйста, творите, пожалуйста, развивайтесь. Нам совсем неплохо от того, что Алина Загитова, вообще-то татарка, но она из Ижевска, и в клипе «Мондон Ешкишко» Богдана Анкянгенова она говорит, куда поедем в следующем году отдыхать? Я говорю, в Ижевск. Спасибо тебе большое, Алина Загитова. Тау Рахмет. Точно такое же. Ничего плохого в Удмуртии не стало того, что два брата азербайджанца Рауф и Файк из Ижевска стали популярны. Ребята, большое вам спасибо. Я думаю, что мы не только не должны давать все должности там только удмуртам, мы не можем себе этого позволить, потому что нас настолько мало осталось, что как бы мы в своей республике сейчас представляем не столько меньшинство, там, второе по численности, мы в некоторых муниципальных образованиях типа Ижевска, на мой взгляд, являемся уже и третьей по численности нации, то есть татары больше. И я считаю, что не будет даже дискурса о том, что вот удмурты будут кому-то навязывать свою волю. И вообще такой дискурс, я думаю, что русскоязычное большинство его опасается в том числе из-за того, что было с Татарстаном, из-за того, что было с Чечней. То есть русские точно не хотят, чтобы повторилась вторая Чечня, где они меньшинство, и они их заставляют жить по каким-то правилам. К сожалению или к счастью, мы в Удмуртии не большинство, и мы такой ситуации себе в принципе представить не можем, что мы кому-то что-то будем навязывать. Но возможность такой ситуации вызывает явную изжогу у, мне кажется, русскоязычного большинства, и нам нужно вот этому большинству, плюс большим диаспорам, татарской диаспоре, башкирской диаспоре, азербайджанской диаспоре, предложить некий общественный договор, в котором мы им говорим, ребята, мы как бы за удмурткость, но мы изжогу вас вызывать точно не хотим, навязывать чего-то не будем. Мне кажется, что наша задача удмуртов сфокусироваться на удмуртскости, на том, чтобы мы сами себя развивали, то есть, грубо говоря, у нас есть бизнесмены. Ну, вот, например, классный бизнесмен Павел Чушьялов. У него фамилия Чушьял. Это Ёж. То есть вот видно, что удмурт. У него есть кафе Шемья. Или Шомья, кто как читает. В Малопургинском районе, в Малой Пурге. Он не как Джефф Безос. То есть Джефф Безос намного богаче. Это у нас самый богатый мужик сейчас в США. Но кому хуже от того, что у нас есть кто-то, кто там, условно говоря, номер 2. Если вы занимаетесь бизнесом, и вы не являетесь номер 1, вы все равно очень богатый мужик. Если вы занимаетесь спортом, но вы не бегаете, как Усейн Болт, вы все равно чертовски быстрый мужик, я вам могу сказать, или девушка. Если вы занимаетесь пением, то вы можете быть очень популярной на локальном уровне группой Шулдержит, которая будет собирать стадионы, ну, может быть, не в Москве, но, может быть, в Шаркане точно. И можно сказать, что можно быть таким же популярным в Удмуртии исполнителем группы Шулдержит, иметь такой же уровень популярности, как, например, популярная в Удмуртии группа BTS. Я думаю, что плюс-минус по количеству фанатов, возможно, одинаково, а о чем их песни, большая часть слушателей один шиш не догадывается. Идем дальше, друзья. Я думаю, что удмуртскость нам может дать преимущество. То есть, например, если мы говорим про то, что есть разные национальности, и Ижевск может быть, например, Ижевской областью, мы должны понять, а выгоднее нам быть Ижевской областью или Удмуртской республикой? Потому что если мы Ижевская область, то, простите меня, а чем мы отличаемся от Иркутской области или от Ивановской области? Все на «и», только у Ивановской области уже есть бренд «Город невест». Вот вас спроси сейчас, чем отличается, например, Тверская и Тамбовская, или где они находятся на карте, ведь вы же не скажете. То же самое, если мы станем Ижевской областью, потому что у нас большая часть населения русскоязычная, по национальности они себя идентифицируют как русские, и удмуртов, или людей, которых говорят на удмуртском, и творят на удмуртском, и мыслят себя по-удмуртски, ну их, наверное, как вот такая маленькая
щепотка. Казалось бы, да, вот мы должны стать Ижевской областью. Но мне кажется, именно удмуртскость, вот эта маленькая щепотка в борще или в щах, она придает вкус. Потому что попробуйте сварить себе щи, не положить соли. Что будет? Будет невкусно. А если вы щи сварите, и у вас будет все то же самое, капуста, бульончик, мяско, но еще и соль, это придает что-то неповторимое, какое-то вот такое разнообразие и вкус. И я думаю, что нам нужно в эту сторону думать. То есть мы должны большинству и крупным диаспорам сказать: ребята, мы за удмуртскость, потому что это фишка, и это может быть выгодно в том числе и вам. Например, я вот очень рад, что компания KFC в итоге сейчас стала ижевской. Я на самом деле этим горжусь. И кто-то даже в шутках писал, что можно сделать теперь новый бренд Ишкар ПЖМ Атас, ижевский жареный петушок. Но по большому счету это круто, и мы должны вот на этом сосредоточиться, то есть чтобы мы становились интересными, мы становились удобными, становились прибыльными, богатыми, и мы должны на этом фоне понять, собственно, вот среди всего этого многообразия, а когда Путин упадет и что-то изменится, я думаю, что всем регионам придется заново переосмысливать, а мы, собственно, кто? В США у нас есть такая интересная штука, на всех номерных табличках что-то написано. Там написано штат Нью-Йорк, Empire State, Иллинойс, Windy State, ветреный штат, Флорида, солнечный штат. А я хочу спросить, а вот Удмуртия – это какой штат? Какой это штат? Что мы? Есть некоторые ответы. Я думаю, что после падения Путина, когда всем регионам придется себя переосмысливать, начнется некоторая борьба за то, чтобы показать, ну вот мы лучшие. Мы даже сейчас видим, когда был выбор там какого-то символа России, там очень сильно соревновались Чеченская республика и Татарстан. Я думаю, что вы, наверное, помните, был спор, третий город России – это кто, Нижний Новгород или Казань? То есть вот за звание лучшего будут бороться все. Ребята, у нас нет ресурса, чтобы бороться за звание лучшего. Мы сейчас лучшие только в чемпионате мира по государственному размеру государственного долга. Поэтому я думаю, что мы не будем бороться за лучшее, мы должны пойти куда-то в другую плоскость. Мы другие. Мне очень нравится то, что делал Олег Валикжанин в проекте «Открытка из Удмуртии, открытка из Ижевска». Вот на него смотришь, и ты понимаешь, да, черт возьми, это Чайковский, но это Че Гевара. Да, черт возьми, это медведь с балалайкой в ушанке, но черт возьми, это крокодил с калашом в шляпе. В шляпе того самого мастерового оружейника, который получил царский кафтан. И я думаю, что нам вот куда-то в эту сторону нужно топить, потому что в этом случае мы будем более привлекательны для других жителей России. К нам будут чаще ездить, будут у нас оставлять деньги как туристы, арендовать гостиницы, кушать у нас, слушать наши концерты и так далее. Это дать может нам, ну, может быть, там 5, 7, 10, 15% ВВП. И если, грубо говоря, мы можем показать Ижевская область, вы будете зарабатывать, грубо говоря, 100 миллионов, Удмуртская республика 115. Мы можем продать это русскоязычному большинству, татарской диаспоре, башкирской диаспоре, азербайджанской диаспоре, повторяя то, что нам экономически выгоднее быть Удмуртской республике, хотя мы сами удмурты в ней, повторюсь, не то, что там вторая, если так вот взять тех, кто активно творит, ну, то реально вот щепотка соли, то есть, ну, мало нас осталось, и я должен сказать, что, честно скажем, даже в Советском Союзе было лучше положение в Удмуртии в плане культуры. Я вспомню, какие клипы снимались, например, тем же самым ансамблем «Шулдыр-Жит». Снимались очень хорошие телеспектакли в ГТРК, и они, кстати говоря, еще остались. Говорят, что даже «Терминатор» переозвучили на удмуртский язык. И сам я видел мультик «Маугли», еще в Советском Союзе, переозвученный на удмуртский язык. Выделялись деньги. Сейчас почему я поддерживаю удмуртскую культуру рублем? Во-первых, рубль у меня есть, а во-вторых, потому что у меня ощущение, что это уже давно не костер, не такой яркий костер, как в Чечне, в Башкирии, в Татарстане. Это угли, они все еще красные. И своей задачей, в том числе, я вижу то, чтобы эти угли дотянули до того периода, когда Путина не станет, и тогда на эти угли маленько можно подуть, подбросить дровишек извне, и пламя это возродится, и мы снова будем пылать, гореть. Сейчас мы вот тлеем, и задача дотлеть до тех пор, когда все начнет меняться. Когда начнет оно меняться, нам нужно будет понять свое место в этих изменениях, потому что, в принципе, примеры уже были. И я вам хочу сказать, назовите мне регион, который был добровольно-принудительно включен в состав более крупного государства, занимающего весь континент. Там было фактически запрещено изучение языка, был известен он только за счет ВПК, там были какие-то прикольные певцы, но в целом сами вот эти представители титульной нации примерно нигде не занимали ни политических, ни бизнес-вершин. Какой-то регион, ребята, это Гавайи. Гавайи были присоединены насильственно к США около 100 лет назад, и они все еще считают, что они под оккупацией. Ребята, давайте, пусть нас Дубай оккупирует, мне кажется, это тоже будет очень прикольно и хорошо, потому что сейчас Гавайи живут отлично. И хотя доля самих гавайцев, она меньше 10%, вы, ребята, вдумайтесь,
Так, а где у меня трансляция? Почему, собственно, я не вижу? Кто отключил мою трансляцию? Включите мне, пожалуйста, обратно. Гавайцев, они даже не вторая по численности нас, они там где-то шестая. Они вынуждены все тексты в самолетах дублировать на 7 языков, потому что филиппинцев на Гавайях живет больше, чем условных гавайцев. Но при этом размер бренда Гавайи миллиарды. Это похоже на нас. Нас мало. Да, действительно, удмуртов мало. Но мы можем грамотно распорядиться оставшимися какими-то брендами, активистами, творческим потенциалом. И тоже, может быть, не как гавайцы, но раскрутиться. Причем гавайцев-то гавайцы по национальности, там все их раскручивали, потому что все понимали, ребята, мы находимся настолько далеко в Тихом океане, что какой турист на поедет? Пальмы, песок и море, они вот и здесь у меня во Флориде есть. Лететь за 6 тысяч километров на Гавайи, вообще-то это дорого. Но они раскрутились и сделали так, что теперь на Гавайях отдыхать модно. Что мы знаем про Гавайи? Вроде как такая крохотная нация, а все знают про китайскую гитару укулеле. И тут уже был постдукс с Женей Чуди. Женя Чуди, у тебя есть все шансы раскрутить свой электрокубыз. Я считаю, что как бы этим нужно и можно заниматься. Мы все знаем, что есть гавайские платья, и мы все считаем, что это красиво. И я хочу задать вопрос. А что красивее? Вот эта вот симпатичная девушка по центру, которая одета в не пойми что? Или Кантемир Балагов справа, который одет типа Баленсиага, но на него так со стороны смотришь, да скажем, честный Дудя смотришь, тоже думаешь, вы же чмошники, ребята, вот вы выглядите как обычное городское серое чмо. Действительно, можно быть гавайцем, можно быть удмуртом и выглядеть красиво, стильно в национальной одежде. Девушки смотрят на меня здесь, когда я одеваю классную национальную одежду. Может быть, они смотрят на меня как на чудика, но, как говорится, это уже шанс хоть что-то начать, какой-то диалог. Примерно так же я допускаю, что мы, может быть, и в глазах там, условно русского большинства должны выглядеть, может быть, чуть-чуть чудаковато, какие-то рыжие чуваки, которых бабульки сходу выносят и всех на Евровидении занимают второе место. Но если это наша фишка, это потом повод сказать, а у нас есть вот то-то, то-то, приезжайте к нам тратить деньги. В Гавайях была и знаменитая военная база Пёрл-Харбор, которую разбомбили. Кстати, фильм про эту базу, про эту атаку собрал больше денег, чем сама база стоила. А у нас есть два крутейших бренда, Драгунов и Калашников. Давайте мы снимем с Марвелом классный блокбастер. Конечно же, это, ребята, пранк. Я не собираюсь снимать такой фильм, но даже чисто теоретически представить себе Калашников против Драгунова или что-то серии там Дед Мороз против Толбабая, как юмористическое кино, мне было бы интересно. Лило и Стич, вы точно смотрели этот мультик, он тоже снят на Гавайях. Вы посмотрите на девочку. Она же не Барби, но при этом она признана красивая. И, кстати говоря, а что нам мешает быть красивыми? У нас, на секундочку, миссис Вселенная 2023, это Елена Максимова из деревни, забыл, Тесского района. Но что там, Гыня, по-моему, если не ошибаюсь. У нас известная порно-актриса, которая имеет 3 порно-Оскара, из Ижевска, Джей Лисон. Короче говоря, рыжесть, скулы, веснушки, не факт, что это обязательно плохо, потому что, когда все вокруг серое, любое цветное бросается в глаза. Давайте быть этим самым цветным. Кстати говоря, интересная штука, в этом мультике все время говорили про Охану. Я думал, что это что-то придуманное. Действительно, прилетаешь в международный аэропорт Гонолулу, недавно там был, и ты видишь, что да, Охана это, оказывается, вот такая семейная Реструм. Они, кстати, очень активно используют, я прям удивился, они очень, где же у нас, вот, они очень активно используют вот эту гавайскую айдентику везде, где только можно, потому что все это делает вот их пальмы, песок и пляжи чуть-чуть другими, не такими, как те же самые пальмы, песок, пляжи, что в Калифорнии, пальмы, песок, пляжи, что во Флориде. Хотя по факту температура, состав воды, размер песчинок, все везде одинаковое. Кстати, этот знак шака-шака, я думаю, что тоже удивитесь, но это гавайский знак. У нас аварийка мигают, а они все-таки показывают шаку-шаку. У них есть известный писатель Роберт Кийосаки, а мы не знаем даже, что у нас есть классный, всемирно известный, ну, может, всероссийски известный Евгений Сивков, наш с вами житель из Ижевска, классный мужик. Поэтому, с одной стороны, ребята, ничего хорошего нам само по себе не упадет. Есть ли потенциал у нас для того, чтобы реализовать то хорошее, которое сейчас есть? Есть. Есть ли примеры, которые показывали, как это реализовать? Есть. Можем ли мы этот шанс просрать? Можем. Мы столько раз это делали. Вот я сколько занимаюсь спонсированием различных проектов удмуртской культуры, столько раз и приезжу, думаю, господи, это же безнадежная нация. Как только кому скажешь, возьми ответственность за себя, первым делом он такой, не я, бегом под корягу спрятался. Как дальше, как можно дальше забился, такой, я вот буду где-то там сам собой творить, а так, чтобы выйти и сказать, я творец, шиш. Поэтому, друзья, не хочу заканчивать на оптимистичной ноте, говоря то, что у нас все получится, нет шанса не получиться. Мы можем свой шанс профукать легко. Для того, чтобы мы его не профукали, больше дискуссий.
Больше рефлексии, больше общения. Посмотрите направо и налево и скажите: ты мой удмуртский или русский или татарский брат. Давай думать, как жить лучше. На этой нерадостной ноте, друзья, я хочу закончить. А если у вас есть ко мне вопросы, пожалуйста, их задавайте. Здесь я на слайде вывел несколько картинок, которые смотрю и думаю: вот это классно, вот это действительно про нас. Вот на это мы должны топить. Спасибо тебе друзья. большое, Артем. Спасибо, я вижу, что покороче. люди в нашей аудитории сидели почти все твое выступление с улыбками. Мне кажется, это уже значит, что оно состоялось. Я уверен, что люди у экранов также улыбались, когда тебя слушали. Вот. Несколько вопросов. Вот, не про Удмуртию, но тем не менее Артем может нам ответить. Артем, спасибо за выступление. Вопрос про распределение налогов. Можно узнать о практике распределения налогов в США. Возможно, интересно будет сравнить. Возможно, сравнить будет интересно. Расскажешь? Нет, я ж не знаю ничего про налоги США. Я здесь живу, плачу налоги, куда они входят, как распределяются дальше, понятия не имею. Но есть ощущение, что гораздо больше доли остается на местах. Цифры не скажу, врать не хочу. Хорошо. Вот этот вопрос... Как говорится, давайте сделаем еще одну конференцию по налоговому праву. Евгения Серкова позовем, заплатим ему гонорар, чтобы он сказал, как надо правильно, потому что он в плане налогов красавчик. Супер. Скажи, как с твоей точки зрения избежать, вот такой вопрос, как избежать дискомфорта для русскоязычных граждан в национальных республиках в случае усиления национализации? Ты, по-моему, говорил об этом как раз. Вот как избежать дискомфорта? Шикарный вопрос, потому что у большинства русских это не касается только русских. Я думаю, что возьми киргиза, армянина, американца и прочего, любое неудобство, оно вызывает такое неприятное ощущение, как будто тебя погладили против шерсти. Вот они сейчас живут, и, может быть, им не все нравится в стране, но в целом они привыкли, есть какой-то быт, и более-менее он удобный. Они понимают, что есть какие-то там удмурты, и мы даже вроде как болели за этих бурановских бабушек, мы даже подхихикивали, когда Джей Риса получил свой второй порно-Оскар, и мы даже перепечили, да, прикольно, вкусно. Но они действительно не хотят и не готовы к тому, чтобы этого было больше. Сразу начинается отторжение. Они такие: подождите-ка, вы сейчас скажете обязательное изучение в школах. Не надо в школах обязательно изучать удмуртский язык. Потому что то, что 5 лет назад было отменено, ты не можешь просто так сказать: а знаете, вот вообще-то раньше мы язык изучали обязательно. Давайте-ка вы все будете изучать. Была такая практика в Татарстане, когда люди туда не хотели переезжать в Багрыс, потому что там ребенка в школе будут заставлять изучать удмуртский язык. Не надо кошку против шерсти гладить. Мы давайте лучше сделаем так. Хотите учить русский язык или татарский, или азербайджанский, или башкирский, или удмуртский в школе? Вот часы есть. Не обязательно же учителей. Вот сейчас здесь очень многие учатся на удаленке. Можно брать просто репетитора, который по скайпу тебя будет учить, и не держать учителя в штате, грубо говоря. Но давайте дадим больше стипендий, если мы говорим то, что удмуртскость – это фишка, которая может дать плюс 15% к ВВП. Давайте дадим больше стипендий тем, кто хочет эту удмуртскость развивать. Это будут гранты, это то, собственно, как оно сейчас уже отчасти работает, когда многие культурные проекты в Удмуртии из-за бедности местного Министерства национальной политики, они находят финансирование всякими окольными путями через федеральные гранты. Я думаю, что этого должно быть больше. В США мне нравится огромная махина благотворительность. Во-первых, это выгодно по налогам для крупных компаний, но для людей на местах, которые получают эти благотворительные деньги, они лучше видят, какие проекты надо реализовать прямо сейчас. Вот удмуртское кино. Ты приходишь в Министерство культуры и говоришь: дайте денег на удмуртское кино. И говорят: денег нету, потому что в том году вашего кино в бюджете заложено не было. И получается замкнутый круг. Пока деньги в бюджет не заложат, кино не снимут. А кино не снимут, пока не заложат деньги. Все. Благотворительные организации, они этот круг разрывают, потому что есть просто горящие, как Данку с горящим сердцем люди, которые говорят: я вот буду помогать в Кезе вот этим и этим. Есть такие люди, как Юминов, который тоже светоч, который бац, и с помощью грантов и благотворительных денег такую классную лабораторию звука сделал в Сепе. Я думаю, что вот туда мы можем смотреть, потому что, скажем честно, сейчас министерства хороши в том, как они себе здорово платят зарплату, отмечают профильные праздники. Пользы от них я не очень вижу. Но окей, у нас есть Министерство культуры, которое в том числе перечисляет денежки в театр оперы и балета, филармонию, поддерживает тот же самый шоу-дыржи. А вообще-то вы в курсе, что есть кнопка автоплатежи в любом интернет-банке? Зачем нам целое министерство, чтобы раз в месяц переводить деньги, бюджет, зарплату и так далее? Я не вижу смысла в тех министерствах, которые у нас сейчас есть, в том виде,
в котором они сейчас есть, по крайней мере, Министерство национальной политики, Министерство культуры, у меня вызывает вопросы насчет того, что насколько эффективно тратятся рубли, выделяемые им. Мне кажется, что если бы эти деньги давали просто на гранты или благотворительным организациям в области культуры, не обязательно только удмуртской, естественно, они бы тратились гораздо эффективнее. Спасибо тебе большое, Артем. Ты, несмотря на то, что закончил свое выступление тем, что не хочешь заканчивать его на позитиве, тем не менее ощущение от тебя, от того, что ты говоришь, от идей, от подачи, от шуток, остается позитивное. Так что спасибо тебе большое. Номер пана, как говорится, хоть один у вас тут пошутил, а то смотрю, такие серьезные презентации. Господи, ребята, думаю, надо разнообразить ваш этот муравейник. Спасибо тебе. Друзья, в комментариях предлагайте темы для новой конференции о настоящем и будущем Удмуртии. Поддерживайте нас на платформе Boosty, чтобы мы могли чаще снимать новые видео. И спасибо тем, кто нас уже поддерживает. И подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео о настоящем и будущем Удмуртии.